священника так видно. Ну что, как бы спокойно привезли. Нас заехать забрать. Говорили 5 километров в час. Главное, к этому не попадать без маски. Поэтому.
мало, ну, типа, на все эти компании по 10 штук, ну, на все смешники. Ради кого быстрее к себе хватать, я говорю, ради кого, ты чё? Мне жене надо, этот надо, я говорю, ну, ради кого у нас, говорю, свои сотрудники есть, которых нету их. Беда. Я вот смотрю по глазам, ты еще не всех сразу узнаешь. Ну да, тоже. Ходишь, смотришь. Все в масках, никого не узнаю.
они потом, наверное, вниз по Ленинградской еще пойдут. Блин, это у нас колхоз. Говорят, у них, говорит, это 90-е бушует. Чё, 90-е? Ага. Ты вот здесь Там, говорит, страшно, говорит, становится. Выше хочешь, а куда? Вот сюда тогда ныряй. Вот здесь куда-нибудь? Да, сейчас здесь. Здесь ныряй. Или вот к жар-свежару. У нас же игровые эти же есть, как уставки спортивные. Они же Блин, по здесь всему забрызгать, да? городу. Я ведь не знаю, как они поедут. Давай, Прямо, так, наверное. У нас время есть, спокойно. Ну. Вот они говорят, Вознакаево Вон тоже очень деловая пошла. сложно там. Ну, я оставила Давай, она машину. сейчас выйдет и поймает по машине. А выйдет тут. Там, говорит, они боятся вот эти игровые ставки все, потому что, говорит, они заходят, что-то там требуют, ну вот эти вот крышуют. Вот мы уже рассказывали моему, он и мебель делал. Там, говорит, ну очень страшно. И там все, говорит, такие. И администрации Вознакаева. Проблема маленьких городов все это. Да, да. Вот эти вот какие. Там, потому что даже если тебя там, грубо говоря, убьют, это еще будут, ну, посмотрят, ловить кого-то нет, потому что там этот брат, сват, друг, там зять, все друг друга знают, все родственники. Вот примерно так это у них. На лесенку? Пошли, пошли. Посмотри вот на скамеечке. Привыкну сейчас дома, давай сам себе. Это можно и выложить с этим товарищем, да? С номером прям. Типа, вот. Какой-то прям под... Одно и то же.
гулять не вздумай. Сегодня с 8 утра силами компании Татнефти выделено было 4 единицы техники, организованная промывка города. Практически все улицы города основные задействованы. Компания очень активно подошла. Я хотел бы здесь поблагодарить лично Наиля Ульфатовича Маганова, так как это его инициатива промыть в городе наши улицы. Поддержал, молодец. И очень приятно, что команда уже конкретно работает, опытная. Мы только встретили и посоветовались, какая поддержка, что они уже сами знают, как подходить к работе, чистить. И я знаю, что вот сегодня и ночью бригада будет работать, и завтра, то есть целые сутки будут. Я надеюсь, город станет чище. Хотя мы по традиции каждый год убирались, мыли, но в этом году сложнее было искать технику и прочее. А сегодня вот Татнефть, она как бы смоделировала свою команду и работает. Это очень приятно, что оказывает городам Юго-Востока. И я думаю, несмотря на то, что Лениногорск это самый заснеженный город, и что мы не успели бы вот как бы прибраться еще, но я думаю, то, что промоем и все подсохнет, мы, как окончится вот этот кризис карантина, мы сразу вместе с горожанами наведем порядок майским праздникам.
Поэтому огромное спасибо компании, коллективу, которые нефтяники сегодня работают у нас. Поэтому я считаю, что это большое дело для нас, горожан. И надо сказать огромное спасибо, что город становится еще чище. И еще мы знаем о том, что следом за этим этапом будет дезинфекция, и средства на это тоже выделяет компания «Татнефть». Да, завтра мы с утра получаем несколько емкостей с препаратами. Будем проводить дезинфекцию города, улиц, объектов, где массовое скопление людей. Это магазины, это остановки и так далее. Промывать будем также и подъезды, дезинфицировать. Это опять-таки вопрос колоссальный, потому что мы сегодня искали средства. Средства критически действительно не хватает дезинфицировать, но мы взяли свои резервы, которые у нас были. Помогли нам еще также и спонсоры. Но вот завтра то, что именно Татнефть выделяет, это для нас огромное спасение. Представьтесь на камеру. Фамилия, имя, должность. Меня зовут Чулаков Станислав Семенович. Я водитель автоколонны номер 3 АТП ПАО «Татнефть». Несмотря на выходной, мы готовы работать без выходных и в праздничные дни. И чтобы помочь очистить юго-восток Татарстана, сегодня мы в Леногорске очищаем улицы от грязи и пыли, которая скопилась за зимний период. После очистки, влажной уборки будет проводиться дезинфекция улиц за счет выделенных средств ПАО «Татнефть». Сейчас смирился. Ничего, с репетитором по WhatsApp занимается.